Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амши-Кшара. Президент Аслан Бжания принял участие в заседании Координационного штаба по защите населения от коронавируса, которое состоялось в Сухуме 15 сентября под председательством руководителя штаба премьер-министра Александра Ангваб. В начале заседания министр здравоохранения Тамас Сахнаки проинформировал о ситуации в Абхазии. По его словам, по договоренности с Минздравом России в Абхазии работает 2-я бригада российских медиков из 8 человек, 2 из которых реаниматологи. При этом Минздрав Российской Федерации осуществляет дистанционную консультацию наших специалистов. Тамас Сахнаки сообщил, что Минздраву необходимо около 5 миллионов рублей до конца месяца для приобретения средств индивидуальной защиты и медикаментов. Партию тестов ПЦР-диагностики уже заказали. Так отметил на заседании глава государства, в течение месяца в республике будет создано 100 дополнительных мест для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Члены штаба были едины во мнении, что следует ввести ограничения на проведение траурных мероприятий и свадебных торжеств. По мнению Аслана Бжания, ограничительные меры нужно вводить после 30 сентября. Ряд практических решений, к которым мы в ближайшее время приступим. Первое. В течение месяца, Тамас Мурманович, мы создаем дополнительные 100 дополнительных мест в специальных блоках по всей Абхазии в лечебных учреждениях. Владимир Владимирович, соответствующие финансовые ресурсы под это дело должны быть выделены. Второй вопрос – это обеспечение ковид-центров Гудауте современным оборудованием для того, чтобы у них там был кислород в нужном количестве, в палатах и так далее. Не кустарно, а как-то по-современному. Я правильно понял проблему, да? Мы ее тоже решим. Этот вопрос должен быть закрыт к 15 октября 2020 года. Дальше, что касается увеличения штатов в лаборатории, приобретения дополнительного оборудования и изыскания средств для этих целей. Эта задача тоже будет решена до 15 числа, должна быть решена 2020 года. Что касается ограничительных мер, эти меры здесь озвучены. Наверное, ограничительные меры надо будет вводить уже после 30 сентября, после всех праздничных торжеств. Я так думаю, хотя вы подготовите предложения. И сейчас тоже рекомендации должны быть выполнены. Это масочный режим, это то, что делается в учреждениях образования. Хочу подчеркнуть, что панические настроения под собой не имеют никакой почвы. То, что я услышал, более того, то, что я увидел и увижу, свидетельствует о том, что наши ведомства, уполномоченные ведомства, принимают достаточно эффективные меры. Но расслабляться мы не имеем никакого права, поэтому работу продолжаем. Сконцентруемся на этой работе в большей степени, и соответствующий результат в обязательном порядке будет получен. Расширенный репортаж заседания Координационного штаба по защите населения от коронавируса смотрите сразу после новостей в рубрике Амши-Кшара Яцу. Сразу после заседания Координационного штаба по защите населения от коронавируса Аслан Бжания посетил ковид-центр, организованный на базе Гудаутской районной центральной больницы. Главу государства сопровождали министр здравоохранения Тамас Сахнаки, вице-премьер-министр финансов Владимир Делба. Глава государства пообщался с персоналом больницы, а также осмотрел инфекционное отделение госпиталя. Подробности в репортаже Гугуцы Вардания. У входа в здание ковид-центра президента уже ждали медики, работающие в госпитале. Надев необходимые средства защиты, Аслан Бжания и Тамас Сахнаки прошли внутрь учреждения. В первую очередь президент поинтересовался, насколько больница снабжена лекарственными препаратами. Есть запасы. Тут большое количество. Все практически группы препаратов. Противовирусные, антикоагулянты и антибиотики. Все группы препаратов. Достаточно. Президент также осмотрел помещение, где скоро будет установлен компьютерный томограф. Работа в этом направлении практически завершена. Сколько времени вам еще потребуется? Я думаю, несколько дней уже будем запускаться. Все соответствует требованиям? Да, здания? помещение очень хорошее. Хорошего качества, да? Оборудование, соответственно, тоже хорошего качества. Да, Или как? да, вполне. Вполне. Как ваше имя? Сергей. Спасибо, Сергей. Удачи. Мы очень рассчитываем на то, что вы свою работу сделаете
добросовестно. Затем глава государства посетил основной инфекционный корпус больницы, где больные COVID-19 проходят лечение. В данный момент у нас 68 пациентов и поступило сегодня 3 по больнице, получается 71. Авиакорпуса Анна. 32. А авиакорпуса 30, и здесь 15-45 пациентов. У входа в инфекционное отделение всю приехавшую группу встретили врачи-дезинфекторы. У Астана Чеди уже 5-я смена в больнице. Одна смена длится неделю, а следующие 14 дней медик проведет на самоизоляции. Нас по 2, пока справляемся. Мы обещали, если вдруг наплыв будет или что-то, но мы готовы, в принципе, мы мобилизуем силы, есть все, есть возможности, есть духа хватает, прорвемся, все будет нормально. Все пережили, и мы переживем, все будет хорошо. Я сам родом с Гудауды, живу в Сухуми. Получается, вы ездите, да, когда у вас начинается? Да, конечно. А мы все здесь приезжаем, и здесь на изоляции мы не выходим. Семья есть? Здесь находимся. Семья, да. Семья, дети, все есть. Ну, получается, вы их не видите, пока здесь работаете? Ну, я не один такой, все так. Конечно, все так. А вы Здесь кто? есть с грудными, совсем с маленькими детьми. Наши доктора, молоденькие девочки приезжают также. Все знаете, сколько бывало в обморок падали, не выдерживают в костюмах. Вы в легких халатах стоите, даже я в легком. Они одевают еще плотнее. Это я легко одетый так. А заходят туда намного серьезнее одеты. Сколько уже не видели детей? Ну, 5-й день сегодня. Отправляем кассеты вниз, у нас там уже большой аппарат стоит. Мы эти кассеты отправляем вниз, там рентгенолог наш распечатывает. И следующего больного точно так же принимаем. Лиана Джерсалия работает в больнице около 5 лет. С ковидными больными работает с самого начала пандемии. Рентген-лаборант отмечает, что самое меньшее количество поступающих пациентов в день составляет 10 человек. Бывает, мы за сутки 20 человек принимаем. Вот сейчас, например, у нас наплыв большой, вот по 20 человек, по 18 человек. После посещения инфекционного отделения Аслан Бжани обсудил с персоналом больницы проблемы госпиталя и рассказал о ряде принятых решений координационного штаба. Решение принято по установлению оборудования для того, чтобы пациенты могли пользоваться кислородом, как это вы сказали, окситерапия, оксигенотерапия. Да, этот вопрос будет решен. Мы планируем к 15 октября этот вопрос закрыть. Вот так мы сегодня договорились, правильно? Таким образом мы договорились. Мы договорились о том, что мы увеличим количество тех, кто работает в лабораториях. И для нашего лаборатории приобретем дополнительное оборудование. Такое решение тоже было принято. И оно будет реализовано тоже до 15 октября текущего года. Итак, ряд других решений было принято. Это в отношении дополнительных мест, я так понимаю, да, боксов по всей Абхазии. Конечно же, эта проблема будет у нас до тех пор, пока мы ее не преодолеем, приоритетной в первом плане. И все необходимые ресурсы для этого вопроса будут изысканы. Президент поручил вице-премьеру, министру финансов Владимиру Делба осуществлять выплату заработной платы персоналу Гудаутской больницы в приоритетном порядке. Что касается вопросов доплаты за август месяц, да, мы эту практику в обязательном плане будем продолжать. Более того, я хочу вам сказать, что постараемся сделать так, чтобы не было в этом ключе никаких задержек. Там, август, у нас сейчас сентябрь закончится, мы должны до 5 октября за сентябрь все закрыть. Я имею в виду доплаты. А зарплата день в день и в первую очередь в отношении тех, кто работает в ковид-центре. Во всей Абхазии это должен быть приоритет номер 1. Главврач госпиталя Хаджират Шамба поблагодарил руководство страны за поддержку и отметил слаженную работу медперсонала. В принципе, работа идет, по крайней мере, с тем объемом, который сейчас у нас есть, да, с той нагрузкой. Пока нам удается более или менее справляться, конечно, не без труда и не без пота. Удается это героическими усилиями наших сотрудников, наших бригад вахтовых, которые приезжают со всей Абхазии, наших здесь сотрудников нашего районной нашей больницы, да, которые никто не ожидал, да, такой нагрузки.
не только мы, да, в мире этого никто не ждал, но не без труда пока удается. Что будет завтра с большим наплывом больных, да, а скорее всего какая такая тенденция, она существует, сложно сказать, но мы будем стараться. Из наших проблем, да, они известны, общеизвестны, мы все вместе пытаемся их решить. Это, да, такие проблемы с кислородным обеспечением. Да, у нас, конечно, есть кислород, достаточно количество баллоны, да, но это трудоемкий процесс смены этих баллонов. Там есть определенный, да, этот механизм налаживания непрерывного потока кислорода. Сейчас вот этим вопросом мы быстро, в каких темпах быстрых занимаемся. Я считаю, это основополагающий главный вопрос в лечении этих пациентов. Это оксигенотерапия, то есть лечение кислородом. Именно средне-тяжелых и тяжелых форм. Если нам удастся это быстро решить, конечно, у нас еще преимущество появится, как у врачей, перед этим заболеванием. Аслан Бжани поблагодарил всех медиков за их самоотверженный труд и поручил министру здравоохранения представить наиболее отличившихся медработников для их дополнительного поощрения со стороны государства. Гугу Савардани, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. За прошедшие сутки тестирования на коронавирусную инфекцию проведено у 172 граждан. Диагноз COVID-19 подтвержден у 52 из них. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 66 человек. Из них 63 подтвержденных на COVID-19 пациентов. В тяжелом состоянии трое, средней степени тяжести 17 пациентов. Выписано 6 человек. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 726 человек. Из них 192 пациента выздоровели, 7 летальных случаев. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. Абхазские таможенники предотвратили попытку незаконного вывоза из республики крупной партии табачных изделий. Контрафактный товар был найден под мостами, соединяющими Республику Абхазия и Российскую Федерацию. Об этом и других мероприятиях по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями в материале наших корреспондентов. Правоохранительный блок Государственного таможенного комитета занимается усилением мер контроля над перемещением товаров через все участки таможенной границы республики. Основные мероприятия включают в себя оперативные подразделения таможенного поста ПСО и таможенного управления ГАЛ. Оперативно-профилактические меры помогают выявлять нарушения в пунктах пропуска товаров, торговых объектах, стационарных постах ГАИ МВД Абхазии. Таможенный контроль над законностью ввоза товаров в Абхазию осуществляется на всей территории страны. Основными объектами нарушений таможенного законодательства являются табачная и алкогольная продукция, продукты питания, предметы одежды, парфюмерия и ювелирные изделия. Для большего понимания таможенной правоохранительной деятельности приведу лишь некоторые цифры о выявленных правонарушениях только по подакцизной группе за период с 1 января 2020 года по настоящее время. Изъяты незаконно ввезенные на таможенную территорию нашей страны и при попытке вывоза за пределы Абхазии различными способами табачные изделия в количестве более 700 тысяч штук, в том числе табачные нагревательные стики в количестве 10 тысяч штук и табачные папиросы в количестве 3200 штук. По закону вся иностранная табачная продукция, которую ввозят в страну на реализацию, подлежит обязательной маркировке и облагается таможенными пошлинами. Однако нарушители все же пытаются обойти законный способ перевоза продукции через государственную границу. 13 сентября 2020 года в ходе реализации оперативной информации по пресечению вывоза с территории Республики Абхазия на территорию Российской Федерации табачной продукции помимо таможенного контроля, то есть вне определенных таможенными органами мест производства таможенного оформления, минуя законный способ пересечения таможенной границы Республики Абхазия, если точнее под автомобильным и железнодорожным мостами, соединяющими Республику Абхазия с Российской Федерацией, сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями была пресечена попытка незаконного вывоза крупной партии табачных изделий в количестве 40 тысяч штук. По данному факту составлен первичный материал об административном правонарушении и передан в отдел дознания и таможенных расследований ГТК Республики Абхазия.
Главным условием для борьбы с контрабандой и таможенными правонарушениями в сфере таможенного дела является применение специального оборудования в пунктах пропуска, способного определять состав перевозимых продуктов, просвечивать и просматривать грузы, перевозимые на транспортных средствах и в контейнерах, а также в ручной клади. Государственный таможенный комитет Абхазии, в отличие от российских коллег, не располагает техническими средствами таможенного контроля для эффективности обнаружения тайников, а также товаров, перемещаемых путем сокрытия от таможенного контроля. Несмотря на это, правоблоком ГТК постоянно проводится оперативная работа по пресечению подобного рода противоправных действий. Сима Аргун, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. Первый вице-премьер-министр сельского хозяйства Беслан Джопа 15 сентября представил коллективу ГТК первого заместителя Государственного таможенного комитета Республики Абхазия Аляса Лабахуа, который был назначен на эту должность распоряжением Кабмина. Службой государственной безопасности Абхазии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на стационарном посту ГАИ Бамбора были задержаны и водворены в СИЗО СГБ сотрудники ГАИ Гудаутского РОВД за полученную взятку в виде денежных средств от гражданина Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте СГБ. По данному факту Генеральной прокуратурой Республики Абхазия возбуждено уголовное дело. Сотрудники Министерства туризма проводят работу по выявлению наиболее посещаемых туристами мест. В одной из таких инспекционных поездок их сопровождала наша съемочная группа. Репортаж Шазины Ханагуа. Первым объектом, который проинспектировали сотрудники Минтуризма, стал Сухумский ботанический сад. Здесь в течение 3 часов сад посетили 2 экскурсионные группы, прибывшие из Пицунды. Ввиду сложившейся эпидемиологической обстановки в стране такие показатели не удивляют, говорят специалисты. Все экскурсоводы прошли проверку на наличие разрешительных документов, бейджи и путевок по маршрутам. Однако ни у одного из них бейджика не оказалось. В этом году в Министерстве туризма пошли на некоторые уступки, и поэтому данное нарушение не стало предметом нарекания. Цель проведения инспекции – определение наиболее посещаемых туристами объектов. Данные мероприятия позволяют нам провести мониторинг на посещение тех или иных экскурсионных маршрутов. То есть где больше приоритет, где больше посещаемость, где меньше. И самое главное, мы проверяем качество предоставляемой услуги экскурсионными организациями в лице экскурсоводов. Потому что они в первую очередь должны доносить достоверную информацию, чтобы те экскурсанты, которые присутствуют на экскурсионном маршруте, получали достоверную информацию на том или ином объекте турпоказа. Все больше туристов выбирают активный отдых. Среди них немало тех, кто посещает Абхазию не в первый раз. Я здесь отдыхаю душой и телом. Я растворяюсь в вашей природе. Это прям замечательное место. И море, и горы, и все, что можно было себе представить, все в одном месте. Спасибо вам большое, потому что мы на самом деле здесь отдыхаем, заряжаемся на целый год. И с удовольствием каждый раз мы просто мечтаем опять сюда вернуться. Я получила больше, потому что я ожидала увидеть. Я знала, что Абхазия – это очень зеленая страна, где очень красивая зелень, очень красивое теплое море. А здесь я увидела, во-первых, море, я такого чистого нигде не видела. Вот, я была там тоже в других странах, там вот и в Турции, и на Бали, и нигде такой чистоты воды я не видела. При этом море, оно очень теплое. И посещаю различные места, это моя там 4-я экскурсия. Вроде страна маленькая, а посмотреть очень много всего. И каждый день, так как я здесь нахожусь 10 дней, каждый день я узнаю что-то новое. И для меня это очень полезно. Плюс я приехала сюда с дочкой, она у меня тоже разносторонне развивается. Где рыбку ели, расскажи. Рыбное хозяйство. Ага, рыбное хозяйство. Понравилось тебе там? Да. А что тебе понравилось? Рыба. Рыба. А в пещере как было, расскажи. Мне не понравилось. Чего ты? Почему? Не понравилось. Почему не понравилось? Страшно там. А что нравится именно? Море, может быть? Море, бассейн и детская комната. Затем сотрудники Минтуризма посетили Новоафонскую пещеру. Здесь экскурсоводов также проверяли на наличие соответствующих документов. Никаких нарушений выявлено не было. Проверяю бейджик и проверяю путевой лист. Нарушителей нету на сегодняшний день. Данного рода мероприятия сотрудники Минтуризма проводят в неделю несколько раз. Инспекционные поездки по туристическим объектам республики будут продолжены. Шазина Ханагуа, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.
В республике продолжаются работы по уничтожению мраморного клопа. Теперь гражданам Абхазии доступен еще один способ борьбы с опасным вредителем. Специальные феромонные ловушки для насекомых можно получить безвозмездно, обратившись к главам местных администраций. В чем принцип работы таких ловушек и почему с мраморным клопом нужно бороться именно в сентябре, узнавала Эсма Гуланзе. Распространение в Абхазии мраморного клопа стало настоящим бедствием последних лет. Совместными усилиями Минсельхоза республики и простых граждан все это время ведется активная борьба с вредителем. Для этого используется несколько методов. Обработка ядохимикатами, механическое приманивание насекомых в специальные ловушки, а также ручной сбор. Специалисты Минсельхоза, специалисты Института сельского хозяйства Абхазии, Госкомитета экологии, Института экологии активно включились в работу по предотвращению вредоносности насекомого. Мы завели тесные контакты со специалистами, в том числе со специалистами мирового уровня. Но очевидно, численность клопа снижается. Мы это констатируем. В 2020 году в разы численность клопа снизилась. Конечно, этому предшествовал сбор, механический сбор. Вот в 2019 году было свыше 6 тонн собрано насекомых, в 2018 году свыше 7 тонн насекомых. Угроза распространения вируса и ограничительные меры, которые были связаны в начале года, не позволили провести весеннюю акцию по сбору зимующей стадии насекомых. Но осеннюю, я очень надеюсь, осенняя кампания будет проведена. Теплая осень, в особенности сентябрь, могут способствовать еще одной популяции насекомых, тем самым в разы увеличивая их количество. Кроме того, с наступлением первых холодов клоп будет искать теплые сухие места для зимовки и прятаться в них. В Абхазии настолько благоприятны климатические условия для распространения клопа, что в отличие от других стран и даже вот наших соседей в Российской Федерации, в Абхазии 3-4 генерации мраморного клопа отрождается. В данное время сентябрь, он уязвим вспышкой распространения клопа, и это констатируется в восточной части Абхазии. Один из наиболее действенных нехимических методов борьбы с мраморным клопом – феромонная ловушка. Она предназначена для заманивания насекомых при помощи определенных запахов феромонов. Подобные ловушки просты в обращении, экологичны и могут использоваться неоднократно. Теперь граждане Абхазии могут получить их безвозмездно у глав районных администраций. Если изобразить наш участок с растительностью, наш двор, наш огород, то практически размещенный на границе этого участка феромон, он может в радиусе гектара собрать в эпицентр своего действия всех насекомых, которые находятся в окружности. Обрабатывая растения в радиусе 2-3 метров от размещенного феромона с периодичностью раз в 10 дней, 2 недели, мы можем обезопасить весь участок и, соответственно, не проводить обработки на всем участке. Специалисты Минсельхоза настоятельно рекомендуют не размещать подобные ловушки возле дома и сада, так как они привлекают насекомых-вредителей в большом количестве. Эсма Гуланзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. С 16 сентября в городе Сухум по адресу улица Эшба, 167 начнет работу дополнительный офис Сбербанка Абхазии с целью организации выдачи пенсий. Таким образом, количество дополнительных офисов Сбербанка в столице, в которых можно будет получать пенсии, возрастет до 5. Также решением руководства Сбербанка вдвое увеличено количество операционистов, обслуживающих пенсионеров. В Академии наук Абхазии 15 сентября чествовали известного абхазского специалиста в области истории, географии, горных лесов Евразии, академика Сергея Бебия, которому исполнилось 80 лет. Сергей Михайлович – крупный специалист в области лесоведения, дендрологии, систематики и интродукции растений, экологии и охраны природы. Участник более 30 научных экспедиций в горных лесах Евразии, многих международных научных конференций, европейских и мировых конгрессов ботанических садов. Он также читал курсы
курс лекций по горному лесоводству и лесоведению в Таранской высшей лесной школе в Дрездене в Адыгейском государственном университете. Сергей Бебия является автором и соавтором свыше 120 научных работ, в том числе нескольких монографий. С 1987 года член Московского общества испытателей природы. В том же году становится действительным членом Национального географического общества США. С 2002 года входит в Совет ботанических садов России, Беларуси и Казахстана. В 2013 году за многолетнюю плодотворную работу в области ботанической науки Сергею Бебия присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Абхазия». Сергей Михайлович – полномочный представитель МИД Республики Абхазия по науке и культуре в Венгрии, кавалер ордена Ахтапша второй степени. Я не знаю в моем кругу общения человека, который был бы столь динамичен, объехал полмира. При этом это не просто какие-то поездки, это экспедиции полноценные, связанные с освоением нового знания. И не было такого случая, чтобы Сергей Михайлович из дальних экспедиций тайком через все границы не привозил семена уникальных растений, произрастающих в других частях света. И значительная часть коллекции, которая существует сегодня в ботаническом саду, это вот плоды труда, многолетнего труда Сергея Михайловича. Вице-президент Академии наук Абхазии Сергея Бебия с юбилеем поздравил президент Аслан Бжания. В поздравительном адресе, в частности, отмечается: «Уважаемый Сергей Михайлович, вы являетесь одним из ярких представителей научной интеллигенции Абхазии, посвятившей свою жизнь развитию отечественной науки. Вы внесли большой вклад в изучение и сохранение бесценного природного богатства Абхазии. Благодаря вашим личным стараниям и связям с ведущими учеными-биологами мира, с известными научными институтами удалось сохранить и приумножить разнообразие известного Сухумского ботанического сада и других парков Абхазии». Аслан Бжания пожелал Сергею Бебия крепкого здоровья, дальнейших успехов в науке и благополучия. 20 сентября в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба состоится премьера спектакля «И мы защищали Родину» Североосетинского театра юного зрителя «Саби». Начало в 14 часов. Абхазский спортсмен Рустам Ампар примет участие в турнире по вольной борьбе «Beat the Streets», который пройдет 17 сентября в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба Госкомспорта Абхазии. Рустам Ампар встретится с одним из лидеров сборной команды США Джеком Мюллером. В рамках турнира пройдет 6 схваток, в которых примут участие как мужчины, так и женщины-борцы. Рустам Ампар – мастер спорта международного класса, победитель юниорского первенства России, призер юниорского первенства Европы и мира, обладатель Кубка мира, победитель Гран-при Иван Ярыгин. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами возможен дождь. Температура воздуха ночью 17-22, днем 24-29 градусов. Температура морской воды 25 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.